Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Диспансеризация в медицине имеет большое значение. Она дает возможность прослеживать за состоянием здоровья населения, предупредить начало болезни у пациента или начать необходимое лечение вовремя. О необходимости диспансеризации мы поговорим с гостьей студии Айталиной Тароновой, главным терапевтом Министерства здравоохранения Республики. Айталина Константиновна, здравствуйте. Добрый день. Что такое диспансеризация, каковы ее цели и задачи? Диспансеризация – это комплекс мер, профилактических мер, направленных на выявление на ранних стадиях хронических неинфекционных заболеваний, факторов развития их, и своевременного взятия на диспансерный учет для того, чтобы пациента впоследствии наблюдать и своевременно назначать лечение или принимать какие-то либо меры для улучшения его здоровья. Люди старшего поколения хорошо помнят о диспансеризации в советской медицине, которая сопровождала их буквально с рождения или с подросткового периода. Какие порядки и правила с тех времен сохранены или все было начато с чистого листа? Нет, конечно, не с чистого листа, но диспансеризация, цели и задачи диспансеризации во все времена они были одинаковы, то есть это выявление заболеваний на ранних стадиях, но как мы уже знаем, с течением времени у нас меняется, ход жизни у людей меняется, поэтому возникает необходимость либо убирать какие-то мероприятия, которые уже не актуальны, или можно их заменить на другие, более актуальные заболевания. Допустим, взять углубленную диспансеризацию, она у нас в жизни она появилась буквально 2 года назад, и необходимость принятия таких мер, опять же, профилактических осмотров возникла вследствие того, что у нас пандемия была новой коронавирусной инфекции, и получается это опять показывает то, что новая ветвь диспансеризации появилась. То есть по необходимости течения времени и как меняется наша жизнь. Появляются новые профилактические меры. А все ли медицинские организации проводят диспансеризацию и профилактический осмотр? Диспансеризацию и профилактические осмотры проводятся во всех медицинских организациях, в структуре которых имеется первичное звено, то есть это поликлинические отделения, это врачебные амбулатории, в том числе идут фельдшерские, акушерские пункты, фельдшерские пункты. В общем, те медицинские организации, которые имеют прикрепленное население. То есть это тоже часть медицинских организаций частной формы собственности. Также есть федеральные медицинские организации у нас в регионе. Это, например, ДВОМЦ, как наши в народе говорят, и клиника Северо-Восточного федерального университета, а также другие медицинские республиканские клинические больницы тоже имеют свое прикрепленное население. То есть любой пациент, любой гражданин, который прикреплен к той или иной медицинской организации, может обратиться за данным видом медицинской услуги. А какой специализации врачи проводят диспансеризацию? Врачи, медицинские специалисты первичного звена, это фельдшера могут быть, это могут быть участковые врачи, это и в городе, где большие поликлинические отделения и центральные районные больницы, имеют кабинеты медицинской профилактики, там есть отдельно отведенные штатные единицы врачей медицинской профилактики. То есть под специализацией все равно это профиль терапия, и в структуре которых имеются данные специалисты, проводят диспансеризацию. А по каким хроническим заболеваниям проводится диспансеризация? Диспансеризация, она направлена на выявление заболеваний, то есть это может обратиться даже человек, который не имеет заболевания, но желает удостовериться в состоянии своего здоровья, выявить там возможные какие-то факторы риска. То есть человек, который даже не имеет заболевания, может обратиться за профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. И человек, который уже имеет какие-либо заболевания, он тоже и в установленные сроки должен проходить диспансеризацию. А чем отличается диспансеризация и медицинский осмотр? Медицинский осмотр – это обобщенное название. Медицинский осмотр, он у нас делится на диспансеризацию определенного взрослого населения. Та же углубленная диспансеризация входит в медицинский осмотр, профилактический осмотр взрослого и детского населения, периодический медицинский осмотр тоже туда же входит. То есть это обобщенное название. И далее она делится на такие видки.
Как вы уже упомянули, не можем обойти вниманием ковид, который буквально перевернул жизнь по всей планете. Отпустил ли ковид нас и как проходит постковидная диспансеризация и в чем ее особенности? Сказать, что он полностью отпустил, к сожалению, этого нет, но, как вы все замечаете, наверное, что болезнь все-таки идет на отступ, способствует этому, естественно, профилактические мероприятия, которые повсеместно ведутся. Я сейчас говорю о вакцинации. Конечно, оздоровительные мероприятия, вот, реабилитационные мероприятия, которые также у нас вот в последнее время развиваются и уже организованы. А охотно ли жители Якутии проходят диспансеризацию? Ведь многие думают, что это просто какая-то формальность. На самом деле это далеко не формальность, потому что, как показывают наши вот статистические данные, да, и есть действительно и факторы риска, которые выявляются, и есть заболевания, которые выявляются на ранних стадиях и берутся на диспансерный учет. Это немалое количество людей, которым была оказана уже на ранних стадиях медицинская помощь, тем самым очень много было принято мер для того, чтобы спасти ту или иную жизнь. То есть это не формальность. Я бы хотела, пользуясь эфирным временем, да, вот, оповестить население, что приходите, медицинские организации, всех никому не отказывают, да, в оказании диспансеризации и профосмотров. И это на самом деле действительно очень необходимая вещь, потому что лучше уж предупредить, чем потом лечить какое-то уже развившееся заболевание. А как повысить качество диспансеризации? Качество диспансеризации, конечно, необходимо, чтобы человек не прервал уже начавшуюся диспансеризацию. Да. Зачастую у нас бывает так, что человек начинает, но по истечению каких-то обстоятельств в жизни, да, может не закончить начавшееся обследование и может не допройти, тем самым не обнаружить те или иные заболевания, уже как бы прийти к тому, что уже заболевание разовьется. Да? И поэтому я хотела бы тоже информировать население о том, что диспансеризация и профосмотр у нас проводится в пятницу вечером и в субботние дни. В субботние дни можно будет пройти все мероприятия, то есть прийти к специалисту не только получить направление на отдельные другие дни, да, то есть получить и все эти мероприятия, которые входят в диспансеризацию, это забор анализов, там пройти рентгенологические обследования, да, это все уже можно проходить на месте за один день. Наверняка можно также обратиться по номеру 122, и там помогут. Да, могут записать, можно записаться через госуслуги, можно записаться, сейчас это повсеместно возможно. А если человек не работает, то куда ему обратиться и вот, нужно ли проходить все вот эти вот анализы? Если человек не работает, это ему не мешает проходить диспансеризацию. Для работающего населения, конечно, есть вот другие медицинские осмотры, называются периодические и предварительные медицинские осмотры. Это немножко другой вид, другие обследования, комплекс обследований там составляет. Да? А диспансеризацию может пройти любой гражданин. Для того, чтобы пройти, нужно только полис, СНИЛС и все, паспорт. Больше ничего не нужно. А если в ходе диспансеризации выявилось какое-то заболевание, что дальше? Если в ходе диспансеризации или профилактических медицинских осмотров выявляется какое-то заболевание, далее уже человек направляется на второй этап для того, чтобы пройти еще более глубокие обследования. И если там диагноз подтверждается, то, соответственно, его берут на диспансерный учет, либо если требуется там дополнительные какие-то уже медицинские вмешательства, лечение, операции или еще что-нибудь, то направляется согласно уже выстроенной маршрутизации в специализированные отделения, если этого требуется, да, или вот внутри самой больницы оказать медицинскую помощь. А есть ли какая-то статистика прохождения диспансеризации у нас в Якутске, либо вообще в целом в республике? Естественно, да, у нас проводится ежегодно, согласно календарю национального проекта здравоохранения на республику, дается план задания, так сказать, да, и это план задания у нас распространяется на все наше население, и медицинские организации, соответственно, его выполняют. И, соответственно, у нас сдаются отчетные формы,
по выявленным заболеваниям. Так, вот вы сейчас спрашиваете конкретно по статистику. Да, статистика у нас собирается, все формируется, и данные у нас, конечно, соответственно, есть. А диспансеризацию необходимо проходить с 18 лет или более с раннего возраста? Диспансеризация определенных групп взрослого населения. Вот мероприятие именно так называется, поэтому туда его начинают проходить с 18 лет и старше. Но для граждан несовершеннолетнего возраста, это дети, да, от 0 до 17 лет, тоже есть профилактический медицинский осмотр и диспансеризация. Но комплекс мероприятий для детей он немножко другой, а у взрослых тоже вот отличается. А есть ли вот какая-то статистика болезней, которые выявляются в ходе диспансеризации? Ну, может быть, которые чаще всего выявляются? Чаще всего, конечно, по статистике выявляется заболевание системы кровообращения. Да, и в структуре заболеваемости, в структуре смертности у нас, к сожалению, на первом этапе идет именно болезнь системы кровообращения. Далее у нас идут по статистике заболеваемости злокачественного образования, но в диспансеризации чаще всего выявляется заболевание органов дыхания, органов пищеварения, ну, если вот по статистике говорить. Эталина Константиновна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. О необходимости диспансеризации населения республики мы поговорили с главным терапевтом Министерства здравоохранения республики Айталиной Тароновой. Оставайтесь с нами.